Нынче, когда вот юбилей начали отмечать в Нюрбинском районе, был спор, и все время звонили или в Чапанде, или в Антоновке, в общем. Ну, потом решили, что она просто нюрбинская дочь. А семья это была какая? Крестьянская, рабочая семья? Дед очень бедный был, бабушкин отец. У него 3 предыдущих жены умерло, и вот четвертая, бабушка от четвертой, получается. И было 18 детей, только 2 сына, остальные дочери. И на дочерей не получали никакие наделы, поэтому беднота страшная была. И из-за этого бабушке пришлось очень рано идти в найм. Ну, в общем, все эти дочери у кого-то, у богатых работали. Она закончила дорожный техникум. Сколько было? Совсем рано. Ну и отправили ее в Сунтарский район. И дорогу до Тайбахоя она строила. Самым главным дорожником была. Она все говорила, там такие взрослые мужчины были, и они ей подчинялись. Ну вот там она начала работать. Вот сунтарцы говорят, что было, когда сильное наводнение, все дороги погибли, и осталась только дорога мамина. В 1935 году она там вышла замуж, и переехали в 1935 году в Якутск, поступила в дорожное управление. Ну вот мой брат родился в это время как раз, поэтому надо было сюда возвращаться. И работала 17 лет в дорожном управлении. Я считаю, что дорожники самые лучшие люди на земле, потому что мы жили с дорожниками, мама там работала, а двор у нас, ну, наискосок от дорожного управления, это дома, их были как раз 3 дома, очень, ну, 12 или 13 семей, ну, по-разному, там кто-то уезжал, приезжал, и все, ну, настолько дружные были, взаимопомощь была. Ну, в общем, я говорю, сейчас в подъезде соседи могут пройти не поздороваться. Такой дружбы нет. Поэтому я свою дружбу эту, вернее, нас вот, ребятишек тоже много было, нас любили. И вот эту любовь я перенесла на современных дорожников. И нынче, когда они открывали музей, я там была, я говорю, была в ударе. Вот в дорожном она 17 лет проработала, а потом в горком ее взяли, в горкоме партии. Тоже дружбу завела. Во-первых, Клара Степановна Аржакова, это Степана Максимовича дочь. Она там работала в это время, и еще работала Клавдия Васильевна Федотова. Она здесь много лет работала в редакции, уже в последние годы. И вот с ними подружилась очень, ну и с остальными тоже. Она, в общем-то, общительная была. Ну вот с Клавдией Васильевной встречались, они обе спортивные были. И когда жили и мы, и Клавдия Васильевна на даче, они перед работой каждое утро переплывали озеро в одну сторону, потом в другую, а после этого шли на работу. Вот. А весной ходили на лыжах на Зеленый Луг. Долго они вот этим занимались, потом уже на лыжах было тяжело ходить. Значит, они после этого пешечком ходили. Но потом и это тяжело стало, только во дворе гуляли. И опять стало тяжело. Им кто-то привез тросточки, которые раскладываются, и получается с сиденьем. И вот они с этими стульчиками ходили на улицу. Да, чтобы посидеть, поговорить, они общались. И последний самый раз ребята, зять и внук, чтобы им встретиться, ой, на руках ее подняли на 4-й этаж Клавдии Васильевне. А каким она человеком была в жизни? Ой, каким... К ней все время приходили люди. Ну, кто-то со своей печалью, с болью, чтобы она помогла. Она, конечно, старалась каждый раз кому-то помочь, кто-то просто поговорить. Очень много друзей, поэтому все приходили, кто чаю попить и поболтать. Ну, Евдокию Иннокентьевну, помните, наверное, Коркину? Ученая, профессор. И мы одно время жили в одном подъезде, на одной площадке. Потом мы переехали, но она продолжала приходить. Такая хохотуша. Они так заразительно смеялись всегда. Ну, о чем-то разговаривали. Я уж не подслушивала, а чай готовила обычно.
Она очень хорошо шила, и я до 10 класса носила одежду только сшитую мамой, и пальто шила, и платье шила, все шила. Ну, до войны она еще вышиванием занималась. Ну, в то время мебель-то ведь какая была? Железные кровати, деревянные там табуретки и так далее. И поэтому надо было украшать свое жилище. И вот все дорожники, все женщины, которые там жили, все, конечно, украшали дом. И у меня сохранились 3 маминых работы, вот довоенных. Они, правда, еле дышат, но все-таки видно, что это с душой сделано. Когда она в горкоме работала, там же типографию запустили только, потом электростанцию какую-то очередь. Ну, в общем, очень много работы. И водопровод. И у меня бабушка шутница была. И когда звонили, а мама после работы всегда задерживалась, а где Александра Яковлевна? А на другом конце водопровода. Ну, общественной работой занималась все время, вот даже в дорожном управлении, я говорю, агитаторы. Сейчас мы не знаем, когда выборы идут, кто такие агитаторы у нас. Хорошо, если еще листочек бросит, что мы должны прийти когда-то куда-то голосовать. А тогда она с газетами ходила на квартиру, читала там людям, что-то рассказывала. Потом развешивали эти агитационные плакаты. Обычно почему-то выборы в то время зимой были в феврале, в марте, и ничего, ходила она. А что еще, может быть, любила Александра Яковлевна читать? Может быть, читала, очень много читала, а летом за ягодами ездили. О, мастер была она. Ну и Клавдия Васильевна, и я, и все мы очень хорошо собирали. Вот так. Это было любимое занятие. У вас какое детство было? Ну, какое детство? Мне 4 года исполнилось в январе, а через 5 месяцев война началась. Я вот с этого времени себя помню. И даже некоторые моменты, когда мне было 3 года, по-моему, тоже вспоминаются. А здесь сразу серьезными стали все. Поэтому со взрослыми слушали сводки Софинформбюро. Голос Левитана, это как только зазвучит, все идут к черному репродуктору. И там мы все слушали. Я знала, что надо помогать родителям уже. Ну, самое простое, чем могла помочь. Вот ремонтируют этот финансовый техникум на углу Каландрашвили. Мы с девчонками берем ведра и идем щепки собирать. Это тоже надо было. Летом ведь очень жарко, печку не хочется топить, а тогда даже плиток электрических не было. Поэтому вот таким образом помогала уже. Как вам относились знакомые, узнав, что ваша мама председатель президиума Верховного Большинство не знали. Вот сейчас удивляются. Те, с кем я в университете училась, ходили мы даже на лекцию в Партпрост в то время, где мама лекцию какую-нибудь там читала. И никто не знал, что моя мама это. И даже в школе школьные друзья, ну вот сейчас нет уже того человека, он в лесхозе работал, инженер был, в общем, все. И когда уже закончили мы, и я уже работала, и он работал, мама его в партию принимала. И он страшно был удивлен. Какая ты секретница? Как? Почему никому не рассказывала? Ну так. Ну и брат работал, он прорабом был, на стройке. Никакие мы золотые не были, самые обычные. А вот об отце? О, папа. Папа, во-первых, здесь много лет проработал в редакции. Журналист, он 2 книги написал. Ну, я тоже вот, когда вот сейчас книги издают, все время говорю, папа, чтобы книгу написать, вот о верхоянцах, он туда несколько раз ездил, встречался с людьми. Ну, поэтому очень много работы это было. А сейчас соберут там какие-то, и книгу издали. Ну, в общем, конечно, понятия разные. Папа очень общительный был, ну, очень. И у нас всегда кто-нибудь жил. Он съездит в командировку, с кем-то там познакомился, потом приезжают и живут не день-два, а неделями, месяцами, иногда всю зиму. Ну, всякие бывали гости, вот так. Ну, увлекался растениями тоже
садил цветы всегда летом. Все умел. Умел, хочешь валенки подшить, но в то время валенки подшивались, это ценная вещь была. И из дерева мог что угодно сделать. У меня мутовка до сих пор хранится, папой сделана. Ну, в общем, хороший человек. Елена Алексеевна, как вы считаете, какие наиболее важные качества вам передались от Александры Яковлевны? Ну вот умение дружить, я тоже говорю. И это не только мне, вот дочери и старшим внукам. Все они дружат, самые лучшие друзья с 1 класса у них. Но у меня еще раньше получается. Так, ну, доброе отношение к людям. Я умею общаться с людьми, очень легко, по-моему, знакомлюсь, если мне надо. И с ребятишками я 50 лет в школе проработала, поэтому с ребятами тоже умею общаться.